Ну, в принципе, Тахан галгай малбауч эггер сидолж de вейнах тейпаш. Галгай малдауч тейпан тахан оз латч онхи ударик денен сидер лоушсон. Дал бакдар дал низдал сашидош ан Ожбехцебах сашидош хаскадла аддарас. Вот в связи с этими событиями, начиная с октября прошлого года, я абсолютно за всеми событиями следила. А до этого я довольно активно слежу за событиями в мире. И вот на том еще митинге я 3 раза повторила: мир сейчас в опасном положении, а мы окружены 3 акулами, и поэтому нам надо быть предельно осторожным. Сегодня я хочу поддержать призыв организаторов съезда и докладчиков. Первая наша задача – никоим образом не допустить никакой провокации. И несмотря на это, хотя я призывала со съезда, я даже считала, что тот митинг, в общем-то, и не нужен, а весь год у нас отняли. Вместо того, чтобы мы боролись за свои права, мы боролись за освобождение наших заключенных. Второй вопрос. Я хочу присоединиться, и чтобы мир услышал. Мы много говорим о наших заключенных. Я особенно сегодня хочу подчеркнуть роль в организации мирного протеста ингушей председателя Совета тейпов Малсага Ужахова. Он в заточении нашел слова, чтобы защитить честь ингушской женщины. Если Россия, весь мир знает сейчас, Россия протестует, но мы должны быть немного аккуратнее, чем даже русские, которые позволяют себе критику. Мы можем только доказывать законами, документами и прочим наши права. Я всегда к этому призывала. Следующая мысль, которую я все-таки очень хочу сказать. Поэтому сегодня Россия не должна глумиться над мудростью народа, который представляют наши старейшины. Россия не имеет права глумиться над нашей честью, представленной Зарифой Саутиевой. И Зариф, и Россия не должна глумиться над святым союзом ингушей, старших и молодых. И последнее, что я хотела сказать. Первое, в этом последнем. Вот я много слышала документов, и сейчас прозвучало, что поздно уже изменить что-то. Поэтому я хочу призвать и старейшин, и весь мир, и зарубежных представителей ингушского народа продумать предстоящий актуальный вопрос наших взаимоотношений с соседями, которые с 1925 года стремятся нас грабить и продолжают грабить, чтобы потом не было поздно. Продумать все вопросы, потому что уже мелькают. Я, возвращаясь к последнему, скажу, я, например, слышала в интернете журналиста, который говорит, там, пассионарной идеей наших соседей должно быть запас земель
на будущее для нашего народа. Я в противоположность хочу обратиться к ингушам. Пассионарной идеей ингушского народа должно быть профессиональное, культурное и нравственное воспитание. И я призываю к этому. Духовенство прекрасно справляется с воспитанием нравственным, но союз нравственного, культурного и профессионального только выведет нас на правильную дорогу. Я с этим вопросом обращаюсь к вам, чтобы каждый ребенок ингушской семьи не был бесконтрольным, чтобы правительство новое особое внимание обратило на воспитание этих детей. Я остановлюсь только на одном факте к молодым, чтобы они знали. Я сейчас остановилась у родственника в поселке, то, что называют 500 домов. И представляете, в этом поселке я хочу, чтобы Мухаммад Али Калиматов в первую очередь услышал это. В этом поселке 500 домов и нет ни одной детской площадки. Дети мира вот с трехлетнего возраста учатся быть в обществе, общаться, выходить в общество и так далее. У нас в этом поселке уже 3 погибших ребенка, катающихся на дороге. И я хочу, чтобы вот наш совет Тейпов вышел с инициативой, там рядом с мечетью недалеко есть большая площадь, построили для детей культурно, нравственно, там рядом руководители, возможно, откроют худжри для детей, и рядом в этом же парке развлекательные, аттракционные, культурные возможности. Вот я хочу, чтобы вы вышли с этой инициативой. Большое спасибо за внимание. Бяхмубахлуш. Если позволите, я хочу сказать, что я всему миру сейчас буду кричать о том, что мы, цвет, мудрость народа в своем родном государстве не имеем права собраться где хотим и как хотим. Мудрость народа, она никогда никого не подводила. И я считаю, с этой инициативой нужно тоже заявить протест.